Есть еще одна история в странице, скажем так, не очень известная в истории депортации. Это арабатская трагедия. Вот для меня это было как, когда я узнал, что такое могло произойти, если честно, я хорошо, интересовался историей, и благодаря своему преподавателю институтскому Дмитрию Амельчуку, который как раз занимался расследованием преступлений красного террора в Крыму, мы как раз узнавали о том, что и были, кто такие Розалия Землячка, и Балакон, вот это вот товарищ Демон, который Розалия Землячка, это же она организовала массовые расстрелы белых офицеров. Их топили в баржах, да, вывозили в море и топили, таким образом уничтожив 120 тысяч человек. И мне казалось, что это было давно, и хотя бы уже 30-е, 40-е годы уже красного террора нет, и что такое невозможно. И когда я узнал, что так же поступили с оставшимися после депортации крымскими татарами, их увезли на барже в море и утопили как раз. Давай поподробнее об этой истории. Как так могло произойти, и что там случилось? Ну, как говорят, что это была недоработка все-таки НКВДшников, потому что они думали, что арабатская стрелка уже не жилая, и они забыли буквально, что там несколько крымско-татарских поселений оставалось. И обнаружили их только в сентябре 1945 года. И тут получается, что это недоработка, а в Кремль сообщать об этом было бы уже как-то для них чревато последствиями. И вот тогда, по некоторым данным, именно по распоряжению Кабулова, было то, что ликвидировали. А Кабулов это кто? Кабулов на тот момент был одним из правительств Кремля, то есть который, в общем-то, и занимался многими такими нелицеприятными моментами, с депортациями и, в общем-то, с преследованиями людей, которых считали, что они коллаборанты и тому подобное. Вот. И получается, что именно этот человек просто сказал о том, что их нужно ликвидировать. Как, каким образом, он не уточнял. И поэтому уже крымское руководство пришли к такому мнению, что вот этих вот людей, сотни людей надо собрать на баржу. И вот они точно так же поступили, что они, собрав на баржу, их просто утопили в Азовском море. И причем по документальных свидетельствам не сохранилось, только воспоминания очевидцев. И воспоминания, по-моему, узнали только от воспоминаний того человека, кто участвовал в этой операции. И говорилось о том, что людей погрузили на баржу, затопили, открыли шлюзы, затопили. И еще несколько часов вокруг вот этого места, где была затоплена баржа, еще курсировал катер, чтобы, не дай бог, кто-то не всплыл, кто-то не оказался в живых. То есть, чтобы ликвидировать полностью всех свидетелей. Ну вот мы сейчас на кадрах видим Азовское море. Это фрагменты фильма Лили Буджуровой, журналистки, как раз об этой трагедии. Это целый документальный фильм, который она снимала в Крыму. Это было очень давно, это, по-моему, еще было снято, не скажу год, но до очень депортации давно, точно, до 2014 года. Ой, да, до 2014 До 2014 это как раз арабатская коса. Мы видим, что это, скажем так, не очень жилое место. Это побережье, да, там суровые условия жизни, и тем не менее там все равно жили люди. И этих людей, наверное, потому что не думали, что там кто-то есть, и забыли. И вот потом так с ними и поступили.